Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусе і на відэасувязі з Масквы расійскі гісторык, навуковец, палітычны дзеяч Андрэй Зубаў, якога ў 2014 годзе выключылі з Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў за рэзкую крытыку анексіі Крыма. Добрый вечер, Андрей Борисович. Добрый вечер, Анна Владимировна. Очень рад. Андрей Борисович, днями вы публично обратились к студентам и преподавателям белорусских университетов, институтов с призывом не бояться поступать по правде. Вы написали, я сейчас буду цитировать, что вы счастливы, что поступили так 6 лет назад и считаете этот поступок одним из лучших в вашей жизни. Но вот сейчас нас, я так надеюсь, слушают многие студенты, многие преподаватели белорусских университетов, некоторые из них уже уволены. Что бы вы им могли сказать? Я лишился моих студентов, но все получилось совсем не так позорно, потому что студенты устроили демонстрацию в институте, потребовали встречи с ректором. В общем, это было довольно шумно все происходило. Выпускники, люди, которые раньше я учил, которые уже стали сами журналистами, бизнесменами, ну, понятно, те, кто стали дипломатами, не пошли. Они устроили демонстрацию около стен института, человек 80 или 100 с требованием, значит, меня оставить. Ну, конечно, не оставили. Но я почувствовал, что тех, кого я учил, меня любят. И я, в общем-то, оправдал их ожидания. Потому что они, в первую очередь, я их учил не каким-то фактам, а я их учил тому, как быть человеком. И я, видимо, оправдал их ожидания. А потом все Господь устроил, понимаете, я верующий человек, и я просто с удивлением видел, как Бог не оставляет. Я имею в виду, что вы могли продолжать свою деятельность ученого, свою деятельность истории просто на других площадках? Мне было предложено, да, мне был наложен, как говорят в Ватикане, полный интердикт. То есть мне было запрещено работать в любом университете России. Меня не брали никуда. Я думал по наивности, что я перейду там, ну, из МГИМО перейду в высшую школу экономики, там как раз освободилась кафедра религиоведения, меня не брали никуда, и там мои знакомые, которые занимали высокие посты в этом институте, кто сказали, да, разумеется, мы очень будем рады, через некоторое время извинялись и говорили, нет, нам не разрешают. Вот. Но есть частные площадки, есть лекции в интернете, есть меценаты. И, в общем, в итоге я стал читать целый ряд курсов, которые меня очень порадовали и которые дали мне и средства к существованию, и аудиторию мою раздвинули тысячекратно. Если до этого меня слушали, ну, там сколько, 100, там, 150 студентов МГИМО, то теперь меня слушают тысячи людей. И во всем русскоязычном мире, в том числе и в Беларуси, как я знаю. В этот день, когда мы с вами говорим, Наталья Дулина, это преподавательница лингвистического университета Беларуси, она присоединилась к забастовке, ее уволили, стало известно, что она еще и задержана, да? Что бы вы, исходя из вашего опыта, вас все-таки вы лишились работы, вы лишились всего, а белорусские преподаватели, это очень много преподавателей, которых сейчас увольняют, которые рискуют быть задержанными, которых задерживают, ну, чьи семьи могут попасть под репрессии, что бы вы им сказали? Почему надо, как вы сказали, жить по правде? Ну, вы понимаете, во-первых, что касается меня, ведь я же тоже, я и сейчас не уверен, что меня завтра не задержат, сегодня ночью не придут с обыском. Я никаких гарантий не имею абсолютно. Да, пока не задерживали, да, пока с обыском не приходили, но, как говорится, 24 часа во дню все может быть. Вот. Я могу сказать только одно. Понимаете, нет более сладостного чувства человека, когда он свободен. И нет более ужасного чувства человека, когда он вынужден исполнять чужую злобную волю вместо своей собственной. Тем более учить молодежь лжи, которую ты сам не веришь. Это невыносимая вещь. Те, кто идут на это, конечно, есть люди, кто на это идут, но они, как правило, ломаются, спиваются, в общем, морально гибнут. Такого полно было в советское время, в сталинское время, и это всегда очень печально. Я думаю, что надо стоять за правду. Ведь белорусский народ избрал тяжкий путь борьбы фактически со столетним тоталитарным прошлым.
На самом деле вот этот коротенький период белорусской демократии, 92-й, фактически 94-й год, вот, его даже большинство людей не заметил, он так быстро прилетел. Не успели измениться, не стали новыми людьми, не сформировалось новое поколение. Как Лукашенко громогласно объявил, что он возвращается ко всему лучшему, что было в Советском Союзе. А в Советском Союзе, я вам откровенно скажу, было лучшим только то, что ни к чему общего с Советским Союзом не имело. То есть люди во все века любят друг друга, пишут стихи, занимаются наукой, никакого отношения к режиму это не имеет. Это и там красивые леса, красивые поля, светит солнце, но партии за это советской благодарить не надо. Это происходит само собой. Вот все, что было связано с режимом, было отвратительно. И вот это отвратительное Лукашенко вернул Белоруссию, ну а в Россию, понятно, это вернул Путин, и в таком же масштабе практически. Вот. И поэтому вы, дорогие коллеги, вы боретесь вот с этим, даже не с лукашенковским режимом, вы боретесь с вековым большевистской тиранией, с вековым этим преступлением. И, конечно, это тяжело. Конечно, вот это силище, черное силище преступное, она делает все, чтобы сохранить свою власть. Но она не может ничего сделать против человеческого свободы, против человеческой воли. И если вы не сломаетесь, она сломается. Неизбежно. И уже ломается. Я наблюдаю, опять же, уже не как там какой-то моральный философ, а как политолог, холодным взглядом, я наблюдаю, что происходит каждый день в Беларуси. Понимаете, то, что начинается министерская чехарда, снимают вот этого вашего Караева, заменяют каким-то другим человеком, одного туда, другого сюда, то закрывают границы, то не закрывают границы, то лишают права пользования иностранным дипломом выпускников в Белоруссии. Это все судороги режима, это конец. Он умирает на глазах. Ведь что означает смена людей вот постоянно при власти? До этого у вас, помню, руководителя КГБ сменили уже после начала протестов. Это означает, что эти люди не контролируют свои ведомства. Что значит, многие в полиции, или как у вас милиция называется, в милиции говорят, мы не будем. Мы не будем. И Лукашенко говорит Караеву, что ж ты порядок не можешь навести? Ну, давай, с этого поста тебя выгоняем, иди на область. В области не сможешь. Вообще тебя там отправим, не знаю, там, колхозом руководить. Вот. Вот такие разговоры. Вы знаете, ходили ведь слухи, что ваш вот снятый руководитель КГБ, он сообщил Лукашенко, что многие ветераны даже этой одиозной организации, они советуют Лукашенко, в общем, все-таки так грубо не бороться с обществом. И в итоге он потерял свой пост. То есть, понимаете, мы с вами видим только вершки. Ну, скажем, когда какие-то послы белорусские отказываются повиноваться этому преступному режиму. Но я уверен, что идет по всем линиям вот эта внутренняя попытка не замораться, не утонуть в кровавой грязи вместе с Лукашенко. И от чего это происходит? Если бы народ молчал, если бы все преподаватели бы продолжали бы учить молодых людей, как велик лукашенковский режим и как он славен, если бы молодые люди бы ради карьеры делали бы вид, что в это верили, то все бы оставалось по-старому. Так что вы ломаете режим, но вы избрали самый сложный вид революции, который многим кажется невероятным. Вы избрали мирную революцию. А скажите, есть ли ей аналоги в истории? Если бы вот вы писали учебник истории, когда это все уже завершится, какое бы вы определение дали белорусской мирной революции? С чем она сражалась, чего она достигла, чего достигло белорусское общество за это вот, продолжительное очень и такое очень сложное сражение, мирное, даже не сражение, я бы сказала, но такой мирный протест. Да. Это мирная битва. Можно такой каламбур сделать. Такой. Вы понимаете, иногда говорят, что это похоже на польскую солидарность. Это похоже на бархатную революцию в Чехословакии. Да не похоже. Когда была польская солидарность, особенно вот на последнем этапе,
значит, 88-89 год. Ну, в какой-то степени это похоже на 81-82 год. Но в 88-89 году уже гиб Советский Союз. Горбачев был, конечно, не Лукашенко. Это был человек, который ценил свою позицию в мире, ценил свои позиции миротворца. Он никогда бы не пошел на кровавое подавление вот таких вещей. И то, что даже произошло в Литве в 90-м году, ну, в общем, это скорее, ну, по масштабам Советского Союза, это скорее небольшой инцидент. Да, погибло несколько человек, безусловно, но даже до сих пор мы не знаем наверняка, отдавал ли приказ сам Горбачев или отдали его за него. В общем, к чему я это говорю? Такой ситуации, какая сейчас в Белоруссии, я не знаю. Есть один плохой пример. Это Венесуэла. Это не получилось, к сожалению. Да. Это не получилось. Но не получилось это потому, что значительная часть народа не была вместе с противниками режима. Она, в общем, была подкуплена режимом. Народ Венесуэлы расколот, он далеко не един, там много племен, много этносов. И кого-то устраивает Мадуро, кого-то не устраивает. Вот особенность Беларуси то, что народ един, что, в общем, практически это один белорусский народ. У него сам, независимо от того, на каком языке говорят люди, на русском или на белорусском, у них самосознание белорусского народа. И вот в этом смысле, конечно, ситуация в Беларуси совершенно уникальна. И так я смотрю, что он может победить. Я верю в победу белорусской мирной революции. И если она победит, это будет колоссальный прецедент для всего мира. Какая тут будет позиция Кремля, если мы можем провести аналогии с Украиной, что было в 2014 году? Насколько велика угроза независимости Белоруссии со стороны России теперь? Я боюсь, как говорится, обнадеживать. В конце концов, я же не политический гуру. Но, конечно, Россия очень изменилась за эти 6 лет. Тогда, в 2014 году, Путин себя чувствовал на вершине могущества. Большие деньги, нефтедоллары. И я просто даже слышал в то время, до 2014 года, я был вхож в политический бомонд, и какие-то люди из окружения Путина говорили, что все уже есть, вот теперь надо подумать о зарубежных базах, о восстановлении Советского Союза. То есть тогда вот считали, что есть ресурсы на все это. И, собственно, вот аннексия Крыма, сначала война в Грузии, да, в 2008 году, потом вот эта аннексия Крыма, все это, и Донбасс, и Сирия, все это были вот эти попытки осуществить безумие вот этого величия, имперского величия. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, Путин просто физически постарел. Во-вторых, экономика развалилась. Коронавирус доконал то, что еще не развалилось само по себе из-за неправильного управления, из-за санкций. И сейчас не до политических каких-то экспериментов. И народ России, который в 2014 году почти единодушно, помните, эти 87%, был за Путина, сейчас не за Путина. Посмотрите, что он делает, чтобы получить продолжение своей власти. Народ и был за то, чтобы, народ был и за то, чтобы Крым стал российским. Большая часть русского народа была тогда, да? Конечно. А но сейчас? завоевание Беларуси никто не одобрит. Никто не одобрит, потому что никто не хочет там идти и помирать. Они видят, что народ недоволен, и я думаю, что если пойдет речь о аннексии, то, конечно, не обойтись без белорусской партизанской войны. Никто этого не хочет. Так что мне кажется, что Путин будет пытаться искать некие паллиативы, то есть провести на выборах своего человека, свою партию, причем, может быть, даже достаточно умеренную, не обязательно это значительно более мягкую, чем Лукашенко, но, конечно, это все будет зависеть от самого белорусского народа, понимаете. У Путина были свои интересы в Украине, безусловно, на последних президентских выборах. Но
Только от украинцев зависело, кого они выберут, Порошенко или Зеленского. И то же самое будет и в Беларуси. Безусловно, Путин будет двигать свои кандидатуры. Если, конечно, он вообще будет к этому времени во главе России. Но я думаю, что он так же, как в Беларуси, будет это делать, так же, как в Украине, будет это делать в рамках какого-то демократического процесса. Ему и с миром не хочется сейчас портить отношения. И так на него новые санкции за Навального наложены очень тяжелые. И элита вокруг Путина ропщет. Поэтому он будет искать какие-то мягкие формы, и в конечном счете это зависит от самих белорусов. Мне кажется, что сейчас в Беларуси происходит консолидация белорусского гражданского общества. Оно в некотором роде становится не менее мудрым, а может даже более мудрым, чем украинское гражданское общество. И именно в этой уже многомесячном борьбе с тираном, мирной борьбе с тираном. И я думаю, что его не так легко будет обмануть. Но, опять же, посмотрим. Политики, популисты часто называют белорусский и русский народ братскими. Как историк, вы бы использовали такое определение? Понимаете, это же вообще не историческое определение. Что такое братские народы? Братские народы, грубо говоря, они происходят из одного корня. Да, понятно, что у нас у всех, в общем-то, древнерусский корень, это разные восточнославянские племена, там у белорусов с большим элементом балтийской племенной. Я имею в виду, что не совсем мирные отношения у нас были на протяжении многих столетий у белорусского и русского народа. У народов не были немирные отношения. Были немирные отношения у власти в отношении народа. Но ведь в отношении русского народа, именно великорусского, в узком смысле этого слова, самые плохие были отношения у власти. Все-таки крепостное право жесточайшее было именно в отношении, конечно, и белорусов тоже, и великороссов. Поэтому и когда советская власть установила, что она была в интересах великороссов, нет, конечно. Русский народ также гнобили большевики, как и белорусский, как и украинский, как и любой другой. И как грузинский, кстати, гнобил Сталин, совершенно невзирая на то, что он грузин. Поэтому мне кажется, что это говорить о том, что эти народы враждебны друг другу, народы дружественны друг другу, мне кажется, это вообще пустой звук. Слушайте, какой народ может быть более враждебен к немцам, чем евреи? После того, что учинил Гитлер. Посмотрите, сколько евреев переехало жить в Германию, в том числе и из Беларуси. Потому что сейчас нынешняя власть совершенно по-другому относится к евреям, и к Холокосту, и ко всему. Я думаю, что в будущем русские и белорусские народы вполне найдут модус вивенди не худший, чем евреи и немцы в современной Германии. В эти дни в Беларуси и в России чтят память жертв сталинских репрессий, и буквально на днях Владимир Путин поддержал такой законодательный запрет сравнивать СССР и нацистскую Германию. На законодательном уровне еще не произошло, але вполне возможно, что произойдет. Как вы считаете, можно ли проститься с режимом Александра Лукашенко, не осудив большевизм, не осудив коммунизм, не осудив этот режим? Этот вопрос, конечно, касается что Беларуси, что России, потому что и там у нас есть линия Сталина, но и там это не осуждено, не было своего Нюрнберга у коммунизма. Я думаю, что невозможно. Я думаю, что те белорусы, которые думают, что можно демократия, а о прошлом забудем. Собственно, все же выступают сейчас за демократию, за свободные выборы, а о прошлом забудем. Вы знаете, так у нас многие мыслили в 90-91 годах. И в итоге, как вы видите, прошлое само схватило нас за горло, причем у нас все-таки был некоторый период, предположим, время Ельцина, когда действительно коммунизм и сталинизм осуждался, когда было немыслимо себе представить, что поставить памятник Сталину где-то, когда даже переименовывались улицы. Но с приходом Путина коммунизм взял нас за горло снова, потому что не выполотые сорняки, я думаю, любому дачнику это понятно, когда мы только скосили сорняки, а их не выпололи, не вырвали, то они, конечно, дадут новые всходы.
И поскольку это самое свежее, то, что там было в Белоруссии до большевиков, в России до большевиков, уже практически забыто большинством людей, а коммунистическое все помнят. Поэтому оно очень быстро вырастает снова. И в этом как раз задача людей культуры, людей науки, людей образования, профессуры учить тому, что такое большевизм, учить тому, что такое тоталитарный режим, рассказывать о нем правду. И те же ваши куропаты, но не одни же куропаты, господи, в каждом областном городе есть тюрьмы НКВД, где расстреливали тысячи и тысячи людей. Просто куропаты стали знаковым, как у нас Бутово, таким знаковым местом. Вот. Они вопиют к тому, что если мы не искореним эту память как положительную, если мы не осудим преступление коммунизма, то мы не построим свободный демократический режим. Тогда какой-нибудь другой Лукашенко вернется обязательно. Может быть, немножко в другом облике, но обязательно это будет диктатор, который будет так или иначе опираться на память о коммунистической диктатуре, как опирается Лукашенко с вашим зелено-красным знаменем, с вашим фактически гербом Советской Белоруссии им восстановленным, как опирается Путин с его там гимном советским и с тем, что каждый год празднуется годовщина КГБ, НКВД, и Путин выступает в Большом театре на этих празднованиях каждый год. Понимаете, вот это неизбежно восстановится, если это не будет искоренено. Посмотрите на Германию, посмотрите на соседнюю Польшу, на Литву. Декоммунизация и денацификация – необходимейший элемент к демократизации. Без системной декоммунизации и демократизации страны не будет. Как бы кто-то не хотел из политических деликатностей этот процесс этого избежать. Я в этом абсолютно уверен. Как долго вооруженное меньшинство может править мирным большинством в 21 столетии? Ну, вот это как раз, знаете, это страшно, потому что, конечно, я сопереживаю как человек, страдаю, мучаюсь, каждый, видя вот ваших избитых, униженных людей, женщин, которых в первые дни там были поруганы этими мерзавцами. Вот. Но как политолог я смотрю на это как на некий эксперимент. Вот действительно, как долго. Потому что на самом деле это ведь не гранитная стена, на которую там налетает вот это человеческое море и, естественно, от нее отлетает. Это такие же люди. Здесь же силовики – это такие же люди, с такими же эмоциями. Они имеют семьи, они имеют детей, они имеют жен, родителей. Эти дети ходят в школу, где учатся за соседними партами дети тех, кого они избивают, ну и так далее. Поэтому я думаю, что постепенно и правда, безусловно, за теми, кто... И они это знают, что правда не за Лукашенко, и защита Лукашенко – это нарушение, правда, это ложь. И поэтому мне кажется, что постепенно идет вот это размывание, разложение этого лукашенковского, человеческой стены силовиков. Она быстро размывается. Отсюда все эти перестановки там во власти. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Это может продолжаться неделю, это может продолжаться месяц. Но мне кажется, судя по судорожным действиям Лукашенко, развязка приближается довольно быстро. Главное сохранить мужество. Дякую вам вялікі. Гостем «Свабоды» быў расійскі гісторык, навуковец, палітычны дзеяч, палітолог Андрэй Зубаў. Дякую вам вялікі за экспертную ацэнку і за падтрымку мірнага беларускага пратэсту.